28 июня в Якутске состоялся 6-й республиканский слет приемных семей и специалистов отделов опеки и попечительства Центров помощи детям-сиротам. Организаторами выступили фонд «Дети Саха-Азия» и Хангаласский центр содействия семейному воспитанию. Целью слета стало обсуждение актуальных вопросов поддержки приемных семей и популяризация института приемных семей в целом. Проводится именно некоммерческим сектором большая работа, которая на первый взгляд, можно сказать, что незаметная, но она настолько глубокая, потому что чем больше семей будет проходить обучение от специалистов, которые владеют методикой определенной, соответственно, после этого они действительно правильно будут воспитывать своих приемных детей, чтобы они самореализовались в жизни, стали достойными гражданами нашей республики. Один из актуальных вопросов, волнующих всех приемных родителей, это качественное и доступное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. Такие дети очень часто испытывают трудности при поступлении и трудоустройстве, и помощь со стороны государства им особенно необходима. Волнует родителей и тема воровства приемных детей. Врач-психотерапевт Тамара Викторовна Рудых подробно описала причины, побуждающие детей к воровству, и дала советы, как вести себя в подобных случаях и как изменить такое поведение детей. Такие мероприятия очень полезны, по-моему, и много интересного узнала. Надо проводить такие слеты, это очень полезно. Он и для новых родителей приемных семей, надо их познакомить. Для оценки эффективности передачи «Будем вместе» приемными родителями на слете были проведены 2 фокус-группы с активным обсуждением всех аспектов передачи. Психологи Республиканского центра содействия семейному воспитанию Зинаида Сафроновна Шахурдина и Марина Владимировна Козлова провели 2 тренинговых занятия по профилактике эмоционального выгорания приемных родителей. В течение занятий участники, приемные родители, узнали, что нужно сделать для того, чтобы управлять своим эмоциональным состоянием. Также приемные родители познакомились с методами предотвращения эмоционального выгорания, восполнения своих личностных ресурсов. Тренинговые занятия получили положительные отклики у приемных родителей. У них снизилось эмоциональное напряжение, повысилась мотивация к сохранению психологического здоровья и конструктивному общению со своими детьми. Бұл республиканский селёкка калентуравын, амбастан хиджабын. Нахас өбіләйтім, әлбәқ бағайы жаны күтары білістім, приемный семьялар бейеға болса қабытсырығар әлбәқтарыттен наха өрдім. Опыт атастағамын әлбәғі бәйбәр білдім. Оғай ететігер әлбәқ бапростары көтіқтілер. Ол күрдік. Бәйбіт республика бұтары білді біт амматтың хаджар, абағаттың хаджар семьялар күтары, Усалдантын Григорьевтары күтары білсемет. Әлбәқ бәйбәр туқтары білді. Надалағы білем баран әрәбін, онтан үйәрәбін. Оны маңдық туқтары әхінлер болаларыттан жан бары үйәрер, бараларығар тәриятчілерге мақталбын дердебін. Онна күрутын маңдық тәрәхінлер бола тұрдынлар. Бұл бігеге атын сирттен, атын жан оғытын алан едер бұл жанға бігеға бұл маңдық күз көмі болан психологическай теренинлары ұданлар сөбелән амалан сөбігер тоққан адыяр бұтын істен білен ағыллар әмейшугай. На круглом столе с участием специалистов отделов опеки и попечительства Центров помощи детям обсуждались актуальные вопросы обеспечения детей-сирот жильем, санаторно-курортного лечения, обучения детей в учебных заведениях. Здесь я познакомилась со многими, хотя эта работа мне очень понятна, известна, тем не менее я узнала еще больше нового. Познакомилась с новыми приемными семьями из других вузов, узнала об их опыте работы. Также мне очень понравился круглый стол. Особенно мне понравилась профилактика,
эмоционального выгорания приемных семей. Мне бы очень хотелось, что вот такие тренинги проводили и для нас, специалистов. Это было бы очень отрадно. И обязательно, если будут проводиться вот такие слеты, нужны они для разговора, для обмена мнением. Если пригласят, я обязательно приеду. На слете региональным операторам банка данных была представлена вся необходимая информация для кандидатов в приемные родители, а также статистические данные по детям, находящиеся в банке данных. Мы много узнаем новые законы, новые изменения, и благодаря таким слетам мы получаем новые законодательные акты в нашей республике. Важным мероприятием слета стала родительская беседка, где приемные родители знакомились друг с другом, обменивались опытом, делились проблемами, с которыми они сталкиваются, и слушали советы опытных приемных родителей. Надо отметить, что 6-й республиканский слет был проведен с перерывом в 2 года и стал отличной возможностью для приемных родителей собраться и обсудить волнующие многих вопросы. Отрадно, что половина приемных родителей участвовала в слете впервые, и по результатам проведенного анкетирования все участники озвучили необходимость проведения в дальнейшем слета приемных семей. Приемные родители были отмечены почетными грамотами Государственного собрания Илтумен Республики, Общественной палаты и знаком фонда «Дети Саха-Азия» за большой вклад в укрепление Института приемных семей. Также были отмечены специалисты отделов опеки и центров содействия семейного воспитания. Ярким событием стало выступление приемных родителей из Усть-Алданского улуса Саины и Сергея Григорьевых. – 29 июня в местности Ортодойду Хангаласского улуса прошел 2-й республиканский цех приемных семей. На него съехались семьи из 15 районов республики, отдаленных Оленёкского, Верхоянского, Булунского, Кобяйского, Заречных, Центральных и города Якутска. ИСЭХ был посвящен столетию Якутской АССР и Году матери в Республике Саха-Якутия. Организаторами мероприятия выступили Республиканская ассоциация приемных семей и Хангаласский центр содействия семейному воспитанию. Праздник собрал не только приемные семьи, но и специалистов центров помощи и отделов опеки, что, безусловно, сплотило всех в их нелегком деле воспитания приемных детей. А детей на празднике было много, что, конечно, сблизило их с родителями еще больше. Болбот слетка бието бу оларбын кытта маңнайгы тотта ханда манны тоохыңын бачча ырах келем баран ден слет болар дебиттеригер каракпытын семен баран тоок пар таңаспытын белемнен түйнери туйбака кыргыттар огуроларын семен слетка приемнайдар слеттарыгар кыттары хаңа кыттабы тотта биһиге хахандаганы бу маннык слетка же хайдак тоох маннык барытын нотта биллебит наха үчүгейебит. Одним из зрелищных и ярких мероприятий стали спортивные соревнования. Бу маннык слет хаган бастыкыбытын кележиби биһиге келлибит. Эхил вовсейна маннык слеттер болаларын хашуге бит бек опыт кайыгын ылаган деп курдук. Эссе болар тохторга келек биттен кайыбыт. Бары аны семьянан келек бит дияныбыт. Приемные семьи смогли показать себя во многих конкурсах. Демонстрации национальной одежды, традиционном конкурсе «Тоюк», в котором свои таланты продемонстрировали и дети. Просто юрю көтү тоғыды таққа элбәккейіні кітті білсен, опыт атастаған, онна уруағылы бұд, элбәк уруағы. Ото
Töhdağını onca hıl oğu ittergen hem biri tağas bıhağasın biri tağın. Onun opıtırını hergemeyen adalaq. Ona oğunu qaydağı iterge olu öğretiyte den elbaq. Kistelene den elbaq abit. Bihege hülbetçe oğunu ılan ipitiyalar gıtta bilsen högü beği. Hem bir nadalaq bu manlık slöt. Toğdede qay ederiyorlar elbani hellere bit. Oğu yiterini ılla. Hangattan hanga kölüğüne. Onun evehetine nadı cihanatın. Toğdede qına tulaya oğulur butun garbihi küsköme bol batakpından kim küsköme bol öden. Toğdede mamalar, papalar, eciddar ubaydar hem biri finne kıhalla tuttu. Ona min hüveliyemete oğunu iyitin der, ıngırımete. Oğu yürüyte ki yakacak. И приемные семьи своим примером показывают важность семьи для ребенка. Я считаю, вот микросоциумы, это получается в семье, как раз достигается максимально комфортные условия, которые позволяют воспитывать хороших всецело детей. Второй республиканский слет приемных семей прошел в очень теплой и дружественной обстановке. Семьи, а особенно дети, познакомились друг с другом, еще раз убедились в важности того, что они делают, и самое главное, разъехались с намерением встретиться через год вновь. А я хочу